Как Казахстан превращается в одну из главных транзитных стран Евразии? Об этом рассказывает казахский эксперт Эльдар Ракымжан. Если, допустим, в Кыргызстане, в Узбекистане сейчас начали обращать внимание о том, что тоже можно на транзите зарабатывать, Казахстан уже больше 20 лет вкладывает в это. Строит логистические центры, железные дороги, приграничные вот эти центры, где принцип одного окна, да, то есть ускоренное рассмотрение всех вот этих таможенных, пограничных процедур на границе с Китаем. У нас сейчас, если так, Хоргос, Досток, Бахта, 3 пункта пропуска. Сейчас уже готовится еще один, потом еще один в разработке пока еще. То есть раскрываются вот эти возможности. Потом сейчас от границы Китая строится третья ветка железной дороги до Аягуза. Это Бахта-Аягуз, это севернее, получается, существующие железной дороги Досток-Ахтуай. Потом в будущем Аягуз хотят соединить с Карагандой, то есть это уже напрямую на Астану центр выходит. И направление севера тоже уже можно ориентироваться. То есть это большой вклад в инфраструктуру. Это, например, на Каспе сейчас Актауский порт является самым современным и самым мультимодальным, мультипрофильным, да, то есть все виды груза оттуда можно отгружать: нефть, зерно, то есть и железнодорожные вагоны отгружать, загружать. То есть это все это различные виды оборудования, там грузоподъемное, то есть это очень большие деньги, очень большие вклады в инфраструктуру. Сейчас такой же порт строится в Баку, то есть таким образом можно увеличивать пропускную способность у этого. Вот, поэтому мы уже 20 лет в эту сферу вкладываем, мы уже зарабатываем, то есть на этой сфере. Это не просто создавать атмосферу, но и хотел сказать, что это большие вклады во все это идет. Это фрагмент разговора Руслана Габасова и Эльдара Ракымжана об экономике Казахстана. Полную версию смотрите на канале Комитета Башкирского национального движения. Ссылка в описании.